Программа второго дня Народного Курултая насыщена. В порядке очереди делегаты рассказывали об основных проблемах своего района и выступали с предложениями. Среди прозвучавших проблем – улучшение качества образования, создание необходимой инфраструктуры, вопросы земельной амнистии и ряд других социальных проблем. Делегат от села Джангджер Сокулукского района Талайкан Бекматова защищает интересы представителей 33 национальностей, которые проживают в этом населенном пункте. По ее словам, у нее накопилась большая папка бумаг по вопросу, нерешенному из-за коррупции, а также из-за халатного отношения руководителей района. В 80-х годах у нас была фабрика, которая позже была продана. Затем объявилась директор фабрики, которая самовольно захватила пустые земли под предлогом, что это промышленная земля. С тех пор прошло много лет, а земля по документам до сих пор принадлежит этому человеку. При этом там имеется много домовладений наших жителей. Когда в прошлом году была объявлена земельная амнистия, наши сельчане так и не смогли получить документы на свои дома. Мы обращались к Акиму. Нам ответили, что вопрос прорабатывается, а результатов до сих пор нет. Талайбек Аргилеев прибыл на Курултай, чтобы донести до президента отчаяние жителей Жетогусского района. По его словам, несмотря на высокий экономический потенциал региона, жителям есть на что жаловаться. Мы хотим обратиться к президенту. От разработки Кумтура в Фонд развития Сыкульской области поступает всего 1% от общего дохода. Однако этих средств недостаточно для развития нашего региона. Мы просим, чтобы процент был увеличен хотя бы до 2%. В нашем районе плачевное состояние больниц. Помимо этого, в нашем районе есть предприятие по переработке фруктов и овощей. Мы хотим сделать из него крупный завод. Делегаты озвучили разного рода предложения по развитию сферы образования. Делегат от Первомайского Аильного Аймака предложил вывести молодежную политику из ведения Министерства культуры. В числе прозвучавших проблем было и недовольство оптимизацией Айлык-Мөтү. В рамках оптимизации Айлык-Мөтү планируется объединить наши 4 села. Жители против этого. У нас суровая погода, зимой высота снега составляет больше метра. Если нас объединят, то центр будет находиться на расстоянии в 50 километров. Это долгая дорога. Как мы будем добираться до Айлык-Мөтү, особенно зимой? В Курултае приняли участие делегаты, которые представляли наших трудовых мигрантов. От Германии приехал Канджарбек Алдашев. Он рассказал, что у соотечественников много хороших идей, которые нужно реализовать. Среди них есть и те, кто готов профинансировать проекты. Кыргызстанцы в Германии хотят развить нашу столицу Бишкек. Сейчас мы дорабатываем проекты и позже представим их ответственным госорганам. Мы хотим, чтобы мигранты вернулись на родину. Среди них есть лучшие специалисты, которые работают по профессии в Германии. Мы предлагаем ведомствам взять их на работу в качестве экспертов. Также соответствующие госорганы должны взять под контроль деятельность агентств, которые отправляют кыргызстанцев работать в другие страны. Чтобы донести заявление народа до властей, делегаты подготовили необходимые документы и проекты для соответствующих госорганов. Все заявления и предложения делегатов рассматривались представителями госорганов и секретариатом Народного Курултая. Ахмыр Нурдинова, Эльдар Анарбеков, ЛТР, Бишкек.